Пресс-конференция проходит поддержка по делу Тлеужанова Айгерим, которая является независимым журналистом и гражданской активисткой, которая 21 декабря ее признали подозреваемой по части 1 статьи 272, то есть в качестве организатора массовых беспорядков, которые имели место в аэропорту 5 января. 5 января 2023 года прошло заседание Мажилиса, в котором генеральный прокурор Республики Казахстан Асылов объявил о том, что Тлеужанова Айгерим относится к какой-то преступной организации и является организатором захвата аэропорта. Төңкеріске оқталу алдын ала дайындалып жоспарланған, ол бір жыл бұрын жаңағы баяндамада айтып кеткендей дайындалу кезеңдері болған. Бұлардың ішінде атап айтқанда ұйымдасқан қылмыстық топтардың мүшелері де болған. Діни экстремистер де болды. Бұрын сотты болған адамдар да болды. ДВК жақтаушылары да болған. Олардың әрекеттерінен жаңа айтып өткенімде 8 қалада мемлекеттік 71 ғимарат өртеніп бұзылған. Оның бәрі ұйымдасылық, ол қылмыстың бәрі ұйымдасулардың арқасында болып отыр. Ал ұйымдастырушылығы келетін болсақ, мен баяндамада бұл мәліметті өздеріңізге айттым. Біріншіден мемлекетке опасыздық жасау мен билікті басып алуға оқталу бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы мен оның орынбасарларына қатысты қылмыстық іс қозғалған. Ол қазіргі кезде сотқа жолданды. Іс әрине жабық және аса құпия тәртіпте сотта қаралуда. Екіншіден осыған қоса бүгін жаппай тәртіпсіздіктің 18 ұйымдаушылары анықталды. Жаңа айтып кеткен, ол Қызылордада да, Алматыда да, Жамбыл облысында да сол ұйымдаушылар арқылы көптеген мекемелер бұзылып, көптеген қылмыстар жасалды. Оның ішіне әсіресе Жұмагелдиевтің айрықша рөлі болды. Одан басқа діни экстремистік ұйымдардың 2 мүшесі Нұрпейісов пен Тлеужанов Алматы әуежайын басып алған. Басқа мемлекеттік органдардың жаңа айтқандай 71 мемлекеттік ғимараты талқандалды. Осының бәріне бастау болып отырған әрине жаңағы айтып өткен басшылардың арқасында болды деп толық сіздерге айта аламын. Генеральный прокурор – это лицо, которое выполняет главную надзорную функцию нашей страны. И он сейчас вот такие нелепые подозрения, там, да, сомнения у людей. Не подозрения, он утвердительно говорит, что она является членом религиозной экстремистской организации. Да. Человек, который никогда не читал намаз, который никогда не принадлежал. Обычный журналист, гражданская активистка, мы ее столько лет знаем. Но Берик Асылов в утвердительном тоне говорит, что она. Где презумпция невиновности в нашем государстве? Где? Только по решению суда могут человека признать или экстремистом, или виновным в захвате аэропорта, или что. Еще ничего не было, но Берик Асылов так говорит. Целый генеральный прокурор Республики Казахстан нарушает. Человек, который должен следить за законностью в нашем государстве, нарушает законодательство, объявляя людей, которые еще не признаны судом, ни террористами, ни экстремистами, ни людьми, захватившими аэропорт. Он в утвердительном тоне это говорит. У нас складывается впечатление, что они для себя уже решили. Вот мы как участники данных событий, вот я лично участвовал, 5 числа, до 5 числа Айгерим еще находилась в спецприемнике в изоляторе временного содержания, так как 3 числа нас их всех задержали. 5 числа события развивались с 4 на 5 число. Только 5 числа вечером Айгерим выпустили. И она через полчаса, как ее выпустили, она была уже на площади, в стороне площади. На площади им сказали, что пришли войска УДКБ, и они поехали в аэропорт. Все. А они ее обвиняют в организации этих данных событий. Каким образом она, находясь в спецприемнике, спланировала все это и организовала? Вот, смешно. С 3 января по 5 Тлеужанова находилась в спецприемнике, как следственно арестована на 15 суток.
Насколько мы знаем, что, находясь в закрытом учреждении, у нее не было доступа никакой информации, не было телефона, никто не говорил о том, что в стране происходят митинги. И 5 января, когда двери спецприемники были открыты самими же сотрудниками, которые выпустили всех следственно арестованных, Айгерим направилась на площадь. Не доехав до площади, услышала о том, что наша казахстанская полиция и военные отказались стрелять в мирный народ, и якобы прилетят российские войска. И, будучи активистом, журналистом, то есть переживающим за свою страну, за свой народ, она направилась в аэропорт, чтобы узнать, насколько эта информация является достоверной. Однако она провела в здании аэропорта 20 минут. В течение 20 минут она не нашла ни одного сотрудника, более того, ни одного представителя полиции, который бы сказал им то, что в стране происходят митинги, что нужно разойтись. Никаких лозунгов не было о том, что передвижение запрещено. Было огромное количество как прилетающих, так и улетающих людей. То есть все было достаточно мирной обстановке. Пробыв там 20 минут, Айгерим уехала. И спустя 10 месяцев ее допрашивали в качестве свидетеля по данному уголовному делу. И уже 21 октября ее признают подозреваемой в качестве организатора массовых беспорядков 5 января. Конечно, мы были шокированы этой новостью, потому что быть организатором, то есть это нужно заранее спланировать, иметь какой-то умысел. Но Айгерим, она сама по себе не тот человек, который, раз она не раз привлекалась к административной ответственности, она прекрасно понимает, что закон настигнет каждого. И она бы, будучи с открытым лицом, не принимала бы никаких действий агрессивных для того, чтобы как-то остановить передвижение самолетов и так далее. Нет, возникает у нас вопрос. Если Айгерим дали 15 суток, и она находилась в административном, под административным арестом, то у нас возникает вопрос, на каком основании, во-первых, ее выпустили, и не была ли это провокация, заранее спланированная органами? Они ее отпустили, и через полчаса она оказалась в аэропорту, и теперь сейчас на нее ее обвиняют. Хотя по факту людей, кто ее выпустил, не привлекли никакой ответственности. И сейчас у нас есть такая информация, что некоторые свидетели под давлением указывают на Айгерим, что она якобы организовала это все. Хотя Айгерим, она никого из этих свидетелей никого не знает, ни с кем лично не знакома. 5 января, когда она находилась в аэропорту, она звонила ко мне. И, насколько я знаю, следствие, они проверили все телефонные звонки, ко мне там тоже звонили с МСОК, просили мне подъехать, чтобы дать свидетельские показания, о чем разговаривали. Вот, я сказал, ну хорошо, я приеду в любой момент, когда скажете, я могу подъехать. 5 января, когда ко мне Айгерим позвонила, она думала, что я тоже где-то нахожусь рядом, где-то, может на площади, может там в районе аэропорта, просила меня забрать ее оттуда, потому что у нее машины не было. Вот. Она говорит, я тут никого не знаю, мне тут в принципе делать нечего. Вот. И зная вообще сам характер Айгерим, при входе в аэропорт, вообще в любое заведение, она буквально вытирает обувь, прежде чем зайти в это помещение. То есть, тут уже говорить о том, что она поехала с таким умыслом, чтобы захватить аэропорт, там, устроить какие-то беспорядки там, и так далее, это как минимум это некорректно. Вот. Там, насколько мы знаем, там в аэропорту было 3 волны. Первая волна вот пришла, ничего не совершила и ушла. Следующая волна пришла, уже началось. А третья волна пришла, которая граждан, они начали рушить все, ломать и все это. И это зафиксировано у органов следствия. Почему они это скрывают, это неизвестно. Плюс мы с Айгерим в те дни были, она буквально 20 минут была, потому что мы находились в этот момент на площади, мы ей отзвонили, сказали, приезжай сюда назад. И она вернулась, и мы с ней встретились там, уже в районе площади. У нас есть предположение такое, что следствию нечего предоставить своему руководству. И сейчас они цепляются за каждого, кого они... Кто попал на видео с открытым лицом. Да, Айгерим, она свое лицо не скрывала. Она туда пришла
блин, если на то дело пошло, то тогда нужно будет возбуждать уголовные дела там на каждого из нас, который там был в аэропорту. То есть она пришла в открытый аэропорт. То есть это не было как бы закрытым, там, туда не было никакого запрета для въезда. Вот. И по сути она пришла, не нашла никого из сотрудников, с кем поговорить, с кем, у кого получить информацию. Там вот, действительно приезжают эти войска ОДКБ. Вот. Так как она никого не нашла. И причем, кстати, во время присутствия Айгерим, вот эти 20 минут, которые она была в аэропорту, ни одно стеклышко не было разбито. Ни один сотрудник там, да, не услышал даже какого-то оскорбительного слова в свой адрес, потому что они все разбежались тоже непонятно по каким причинам. Вот. Видимо, им там, ну это наше предположение, видимо, им сказали, что там сейчас идут какие-то мародеры там, и так далее. А они туда пришли, говорят, все убежали, все ушли, непонятно почему. Вот. И не с кем ей было разговаривать. И все, она просто поняла, где-то, ну блин, здесь не с кем разговаривать, и она уехала. Вот. Мы об этом с Айгерим разговаривали, она нам говорила это вполне открыто, искренне, ничего не скрывая. И сейчас во время следствия она им рассказывает все как есть, все как было. То есть, в принципе, можно сказать, что сотрудничает со следствием. То есть она говорит, как было на самом деле, что, с какой целью, и она не скрывает, что она там, да, она была там, вот, не потому что там где-то ее на камеру видели, она изначально говорила, она даже перед тем, как следствие там вышло на нее там, в качестве, для привлечения в качестве свидетеля, она давала об этом интервью другим каналам, каналу Deutsche, France Press, Human Rights Watch, вот. То есть здесь вот она всегда во всем была открыта, и занималась она обычной такой, знаете, активистской деятельностью. У нее была задача там, по закредитованности населения. Вот. Она пробивала на закон о банкротстве физических лиц. Вот. То есть она ездила по всем инстанциям, Нацбанка, АФР, там, везде, что она была написала. Она представляла там документы, какие, что там. Организовать и взять шефство над группой мужчин, порядка 35-45 человек, которые видели ее впервые, не может быть реальным, это ошибочно, это абсурдно. Вина по данному делу полностью лежит на органах внутренних дел, которые, согласно нормам закона, не выполнили свои прямые обязанности, отпустили из СПА Тлеужанову, проигнорировав свои полномочия, тем самым нарушив закон. Тлеужанова подозревается в совершении преступления в качестве организатора массовых беспорядков, однако охрана порядка и граждан РК и третьих лиц является основополагающей первостепенной задачей именно органов внутренних дел, что и отражено во всех законах и подзаконных нормативных актах. Поэтому передача вины сотрудников правоохранительных органов на Тлеужанову является на журналиста, с высшим образованием, который является патриотом страны, который всегда соблюдала закон и все установленные нормы, требования, всегда сопереживающие, это незаконно. В данный момент сейчас проходит суд над руководством охраны, то есть обеспечивающий, который Ломовский, начальник ЛОМ, и это над ними сейчас проходит суд, потому что они оставили этот аэропорт, покинули. И еще даже не вынесено решение по этому суду. И на каком основании вообще они оставили этот аэропорт, покинули, бросили, хотя они должны были там находиться. И как может быть обвинять Айгерим в захвате аэропорта, если некого было захватывать, если они все, органы внутренних дел, бросили, все оставили, разбежались. Там уже не захватили, открытое помещение было, все входили туда. Их это была прямая обязанность охранять аэропорт и, во-вторых, охранять ее, не отпускать. Да, то есть когда они прибыли в аэропорт, все шлагбаумы были открыты, никто из сотрудников ни аэропорта, ни правоохранительных органов, никто не вышел к ним с призывом, либо он мог объявить, что необходимо покинуть данное здание, что оно является стратегическим объектом, что все их действия являются незаконными. Ничего подобного не было, поэтому, не найдя ни одного сотрудника и подтверждения слов о прилете российских войск, проведя 20 минут, она уехала. Затем уже
после отъезда Айгерим прошло несколько часов, и на это мы узнали уже на период следствия о том, что была захвачена КЗР навигация и так далее. Были всякие беспорядки, да, именно на территории аэропорта. Но они никаким образом не относятся к Айгерим, потому что, как вот сказал Даулет, когда была Айгерим, ни одно стекло не было разбито. Вот берег Асылов, там, да, он сейчас вот, пытается скормить народ, там, да, потому что у них вот, они прикрывая своих кого-то там, да, они сейчас все собираются свалить на гражданских активистов. Мы вот, Марат, помнишь, да, вот, когда вот мы с 4 на 5 число, когда мы шли шествием, вот, когда все только начиналось, мы шли толпой, нас было много, там, да, там кричали все разные лозунги. Помимо того, что там уже ГАЗ-50, это уже был уже не актуальный, помнишь, Марат, там, да, мы шли, оставили одну единственную полицейскую машину с включенными мигалками и стоял он с этим с включенным жезлом. Для чего это сделали? Там идет толпа. Это специально оставили для провокации. И когда мы подбежали, там, чтобы уже этого полицейского никто не трогал, мы там всем кричали: "Хойнер, тиспендер, там, да, там, не трогайте ни полицейского, ни машину. Машина это приобретена за наши средства, это деньги налогоплательщиков, это не нужно это портить. У нас другая задача. Мы идем все на площадь, выдвигаем свои требования политические, там, по газу, экономические, все там, да, у нас вот эта задача. Ничего мы не рушим, не крушим. И помнишь, там подходили какие-то неизвестные люди, там, да, в этих масках, там, медицинских масках. Один ударит этого полицейского, там, толпа возбуждается, опять на него кидается. Мы там опять успокаиваем, говорим, там, не трогаем никого, ни полицейского, ни машину. Второй подбегал, там тоже дернет его за куртку, толпа опять возбуждается, там, чтобы этого полицейского там, ну, побить, избить, там, еще что-нибудь. Да? Мы это всему этому препятствовали. Вот. Мы говорим, там, не трогаем ни полицейского, никого. У нас задача дойти до площади, выдвигать свои требования, все. Потом один из этих, как он называет, из митингующих мне сказал: обрати внимание на тех людей в масках, там, да, посмотри на их кант. Я сначала не понял, что такое кант. Он мне говорит: посмотри на их окантовку. Я заметил, обратил внимание на окантовку эту, там, да, она была такая, знаете, четко, ровная офицерская прическа. Вот. То есть это уже было понятно, что это были уже провокаторы именно из силовиков. Вот. Они провоцировали толпу, они провоцировали народ, чтобы дискредитировать эту толпу, что они якобы избивают полицейских и так далее. Но когда спрашивали этого полицейского, у него госномер 1308, я просто бортовой не помню, мы у него спрашивали: ага, зачем вы тут остались? Для чего? Один, вы же видите, толпа идет, там, да, там, как бы, вы для них будете как красная тряпка. Он говорит: Баурум, приказ, что мы сделаем? Вот. То есть уже на основе этого уже можно понять, что это была провокация именно самих силовиков. Вот. И сейчас они хотят все это свалить на активистов, то есть вскормить общество тем, что активисты, они как бы там занимаются мародерством, устраивают беспорядки там, и так далее. Нет, активисты, они не экстремисты, активисты, они не террористы. Они обычные люди, любящие свою родину, любящие свою страну, любящие имущество нашей страны, любящие каждого гражданина нашей страны, в конце концов. Осындай ауыр қылмыс, ауыр айып тағып отқанына не себеп? Дат газетіне сұхбат берген білет. Ол мен орысша айта берейінші, она возмущалась тому, что там, почему Россия прогибает нашу страну, наш Казахстан под свою политику. Вот. То есть здесь уже как бы власти услышали для них это как антироссийскую риторику, там, да, там, и, возможно, им дали указания, там, да, чтобы там, прекратить, остановить там, и так далее, и наказать тех, кто ведет эту риторику антироссийскую. Вот. На самом деле это не антироссийская, на самом деле это патриотическая. Потому что наша страна, она независимая, суверенная, там, да, там, мы должны вести свою собственную политику и в наших интересах, в интересах именно нашей страны. Вот. Айгерим, она это придерживается, в принципе, это придерживается любой активист. Но Айгерим, она, я знаю, она жаркий патриот, она очень любит свою страну, очень любит, наш народ любит. И она всячески будет поддерживать. Вот, что бы она ни говорила, там, да, что бы там ни делала, она говорит: если меня посадят, я даже готова сесть, но я знаю, что правда за мной. Вот. Мен өз немді білем дейді. Вот. Мен намысшыл, қазақшыл адамын деп. Вот. И я ее в этом полностью поддерживаю. Это политический заказ, это полностью политический заказ. Вот. И как мы видим там, да, из выступления генпрокурора,
им нечего предоставить. Они не хотят, не могут подставить своих, там, да, ну, с кем они, возможно, там, да, вступили в какой-то сговор, там, да, пришли к какому-то соглашению, там, еще чему-то там, да, и они решили просто сделать из активистов, из журналистов независимых козлов отпущения. Вот, чтобы было показать руководству, вот это во всем они виноваты. Приписали там религиозный экстремизм, хотя Айгерим, она светский человек. Она никакой религии как там такого отношения не имеет. Она намаз не читает, там свечки в церквях не ставит. Она далеко от всего этого. Хотела бы добавить по поводу того, что в ноябре месяце Нурпейсовым Каласом, который также подозревается в качестве организатором по захвату аэропорта 5 января, его адвокатом были опубликованы его жалобы и заявления, в которых была попытка у него суицида, и в данных заявлениях он написал о том, что на него оказывалось огромное давление со стороны следствия, и они вынудили его дать показания против Тлеужанова и Айгерим. Данные его жалобы и заявления, они гуляют по всему интернету, и воспользовавшись этой информацией, также мы ссылались на его жалобы, просили уголовное преследование в отношении Тлеужанова прекратить, так как первым, кто дал показания против Тлеужанова, являлся Нурпейсов Калас. Мы, ссылаясь на эти его заявления и жалобы, однако нам отказали. То есть, получается, они вынудили, содержа под стражей и оказывать давление, и применяя пытки Нурпейсову Каласу, чтобы он дал прямые показания на Айгерим Тлеужанова. И, насколько нам известно, Калас, он не выдержав этого давления, нет, но на тот момент он, не выдержав этого давления, он, по-моему, на себе вены резал, да, то есть он же, попытка суицида была. То есть настолько сейчас вот органы следствия там оказывают давление на активистов, вот, что люди не выдержат этого. Вот. Мы знаем, что там попытками люди умирали, там, вот, мы не знаем, что там с Каласом происходит внутри. Вот это выступление в Мажилисе генерального прокурора Асылова о том, что Тлеужанова и Нурпейсов являются организаторами захвата аэропорта, это сделано уже перед... У нас следствие закончено, мы ожидаем суд. Это сделано перед судом для создания общественного мнения против Тлеужановой. Хотя, как вы слышали, наверное, если вообще узнать об Айгерим, о ее личности, то данные действия полностью противоречат ее принципам. Поэтому это попытка давления на нее саму и на общественность. Выступление Берика Асылова, генеральный прокурор нашей страны, там, да, я считаю, это преступление. Это лично мое мнение, там, он должен вообще привлекаться к уголовной ответственности за эти высказывания. Айдарханова Айнара Ардаковна, адвокат Алматинской городской коллегии, адвокат Тлеужанова Айгерим. С 16 ноября Айгерим находится под домашним арестом. Следствие на данный момент окончено у нас сейчас ознакомление с материалами дела, более 50 томов, поэтому объем большой. Сейчас мы ожидаем уже суда. Думаем, что суд начнется, наверное, только в марте месяце. Да. Меру пресечения на этой неделе будут ей продлевать. Да. Она все это время будет находиться под домашним арестом до суда. И, к сожалению, ей сейчас пользоваться какими-то соцсетями и давать интервью, участвовать самой нельзя. Это было сделано 18 ноября, санкция у нас прошла, то есть прямо перед выборами, дабы ограничить ее в высказываниях и не дать ей участвовать в парламентских выборах. Есть какие-то прогнозы? Прогнозы? Ну, конечно, выступление генерального прокурора было для нас шоком, да, что назвать ее фамилию без приговора суда. Мы надеемся на то, что она будет полностью оправдана в своих действиях, так как считаем, раз выступление генерального прокурора было озвучено именно ее фамилия, то следствие не имеется доказательной базы для того, чтобы полностью подтвердить свои доводы, что она является организатором захвата аэропорта. А вы на него не хотите подавать в суд? В настоящее время нами готовятся подобные жалобы, да. Как только мы подадим, обязательно сообщим, напишем об этом, да.
Потому что мы считаем, что это распространение заведомо ложной информации, а вы знаете то, что если бы это было сделано каким-либо другим лицом, то его бы сразу за это привлекли бы к ответственности.